Привет, крымчане! Я хочу вам рассказать одну легенду. Эта легенда расскажет об отважной девочке Кындыкан, сумевшей выжить в стойбище, полностью вымершем от оспы. Далеко на севере, где у земли нет края, а у неба конца, издревле жили люди и олени. Куда олень, туда и человек, не пуская корней в одном месте, но прорастая душой на просторах севера. Когда олень останавливался, человек распрягал нарты. Семья вставала на стоянку. В одном таком стойбище неподалеку от холодной быстрой речки встретила свое 4-е лето Кындыкан, девочка с ямочками на щечках из народа эвенов. Жила она вместе со своей семьей, ее жизнь бежала весело. Девчушка пела песни, играла со своими братьями и засыпала вопросами свою упе. Та ей отвечала, рассказывала сказки и учила разным премудростям жизни в суровых условиях. Но однажды в стойбище началась эпидемия. Легенда гласит, что оспа пряталась на последней нарте в сундуках с мехами и заморскими сокровищами. Стоило кому-то поддаться соблазну, как дух болезни захватывал поселение, уничтожая все на своем пути. Так она остается без семьи, совсем одна. Она пускается в дальний путь, чтобы найти людей. Ее ждут удивительные приключения. В тайге никогда не охотились, чтобы показать свою удаль. Известное дело, пожадничаешь, сам в силки попадешься. Однако, если волк побоялся драть оленей, на охоту выходили все мужчины. В стойбище оставались только женщины с детьми. Эта история заканчивается счастливым концом. Охотники находят заплутавшую Кындыкан в бескрайних просторах севера. Как ей удалось уцелеть, это остается загадкой и по сей день. Была из Якутии. Наша команда называется «Сказочники». Это легенда о чуде, Силе рода, торжестве жизни,